Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, приступим. В Грозном прошел семинар сотрудников информационных отделов профсоюза в России. Торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное вручению профактивистам удостоверений штатных представителей Рейссовета профсоюза образования. Интервью председателя Совета профсоюза Чеченской Республики Хусейна Салтагиреева для программы «Вестник профсоюза образования». На прошлой неделе мы рассказывали вам об освобожденных председателях первичных организаций. Напомню, что их освободили от педагогической работы, и теперь они могут все свое время посвятить работе в профорганизации. В конференц-зале Дома профсоюзов прошло торжественное собрание профактива, посвященное вручению председателям первичных организаций удостоверений штатных представителей Рейссовета. Более 60 активистов Чеченской организации Общероссийского профсоюза работников образования и науки впервые за годы его существования смогут отныне работать в школах и дошкольных учреждениях городов и сел республики в качестве освобожденных профсоюзных работников, что позволит им уделять больше времени и внимания защите прав наемных работников перед работодателем. С сегодняшнего дня 62 лидера первичного звена обретают статус штатных профсоюзных работников. Для подписания трудового договора приглашается представитель первичной профсоюзной организации школы номер 1 города Аргун Сулейманов Ризван Саидмагомедович. С докладом перед собравшимися выступил председатель профсоюза образования Хизир Герзелиев, сердечно поздравил и выразил твердую уверенность, что новые кадры внесут свежую струю энергии и значительно ускорят профсоюзное движение. При введении освобожденного председателя первичной организации у нас не возникло самопроизвольно, спонтанно. Мы к этому готовились довольно давно и основательно. Еще в 2002 году был поставлен вопрос о штатах первичках. Лучшим вариантом на этот момент нам показалось договориться о 30% доплате профлидеров. Ею сегодня пользуются 99% председателей первичных организаций. Это хороший, даже весьма хороший показатель. К началу нового учебного года более 80 первичных организаций возглавят штатные работники. Всего в организации 137 образовательных учреждений, где работает более 100 членов профсоюзов, то есть где есть реальная база для ведения штатной единицы. Однако профсоюзы решили этот процесс не форсировать, остановиться на середине, освоиться, и если все пойдет по задуманному, поэтапно его завершить в 2015 году. Асид Басханова сегодня, как и остальные профактивисты, получила удостоверение освобожденного председателя. Коллектив у нее в школе большой, 216 человек, а значит и работы много. Сегодня, как и все остальные председатели профкомов, я получила удостоверение штатного работника Рейссовета работников образования и науки. И очень этому рада, потому что у меня сейчас появится много рабочего времени, чтобы поработать с членами профсоюза над локальными актами, например, как коллективный договор и так далее. Я очень этому рада. Мы с вами на пути создания сильной профсоюзной организации, заявил председатель профсоюза образования. Вместе с тем, человеческий опыт свидетельствует о том, что сильная и сплоченная массовая общественная организация возможна лишь в том случае, если есть профессиональный состав, являющийся ядром этой организации, и как магнит, притягивающий к себе все остальные звенья. На сегодня профсоюз образования имеет более 100 освобожденных работников. Вот это и есть тот костяк, который должен стать сплавом, обеспечивающий устойчивое и неуклонное развитие и совершенствование профсоюза. В профсоюзе есть еще один постулат, широко проповедуемый. Сильная первичка, сильный профсоюз. Это тождество, на наш взгляд, не то чтобы не полно, оно просто урезано, а потому не способно дать ожидаемый результат. В связи с этим хотелось бы озвучить без широких комментариев нашу стратегическую концепцию создания эффективного профсоюза. На основе названного тождества мы сформулировали следующее уравнение. Сильный профсоюз
есть сильный профцентр плюс сильная первичка. Я хотел бы добавить, что без эффективного центрального звена и сильный центр, и сильная первичка обречены на прозябание в лучшем случае. В нашей республике, в нашей отраслевой организации как раз тем самым эффективным, сильным, средним звеном понимания общероссийского профсоюза является республиканская организация. Я хотел бы пожелать вам всего самого наилучшего, и чтобы эта организация дальше двигалась по намеченной цели, добиваясь успехов, что вы демонстрировали все последние годы. В завершении встречи для ее участников был дан концерт мастеров искусств Чеченской Республики. Поздравить профактивистов приехала заслуженная артистка России Аймания Дамирова во главе ансамбля «Нуржоха» и другие артисты чеченской эстрады. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Предусмотрены ли педагогическим работникам льготы в оплате коммунальных услуг? Да, предусмотрено. Это предусмотрено законом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации номер 273, и вступивший в силу 1 сентября 2013 года. 47 статья, пункт 7. Там, в общем, педагогическим работникам предусмотрена компенсация произведенных затрат на коммунальные услуги, на ремонт жилья, отопление, освещение. А в законе Чеченской Республики, который еще действует с 2006 года, там предусмотрено 100% для сельских педагогических работников и городским 50% компенсации произведенные расходы на коммунальные услуги. Каким образом я могу приобрести путевку на курортно-санаторное лечение? Санаторно-курортное лечение педагогических работников, членов профсоюза, я скажу, на них предусмотрена 20% скидка на путевки. Эти путевки имеются в наличии. Кто желает поехать отдохнуть и поправить свое здоровье, и может пройти сюда в дом профсоюза, купить путевку и поехать. Сейчас санатории все переведены, в общем, на коммерческую основу в связи с рыночной экономикой. Это раньше было, путевки, в общем, все это было предусмотрено в профсоюзах. Как начисляются отпускные по совместительству? Отпускные по совместительству начисляются одновременно, в общем, как по основному. И отпуск тоже дается по совместителю наравне, в общем, по основному месту работы, и отпуск по совместителю в тот же период. И оплата производится сразу, в общем, при выходе на отпуск. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. А на самом сайте профсоюза РесСовет.ру можно полистать летопись профсоюзных дел. Здесь собраны все добрые дела. Давайте вспомним о самых значимых. Летопись профсоюзных дел 2011 года. Январь. Начал работу семинар при Республиканском совете профсоюза. Занятия проводятся с выездом в районы. Главная тема семинара – правозащитная деятельность профсоюза. Апрель. В Грозном прошло общее собрание директоров школ республики. Собрание единогласно учредило Союз директоров общеобразовательных учреждений Чеченской Республики, утвердило устав, избрало исполком. Май. В Доме профсоюзов состоялась конференция родительской общественности. Конференция учредила Союз родителей общеобразовательных учреждений республики. Утверждены устав, положения родительских комитетов, школ, классов. Сентябрь. Президиум Республиканского совета профсоюза на базе кредитного фонда учредил некоммерческий фонд социальной поддержки учителей с целью выдачи возвратного кредита и организации санаторно-курортного лечения. Утвердил положение о порядке выдачи займов на санаторно-курортные путевки.
Октябрь. Председатель профсоюза Хизир Герзелиев принял участие в работе окружного совещания Северокавказского федерального округа во Владикавказе по проблемам модернизации системы образования и повышения заработной платы учителям. Декабрь. В Доме профсоюзов за круглым столом обсуждали тему о праве педагогических работников на компенсацию по платежам за коммунальные услуги. 1 мая не только праздник весны и труда, но и День международной солидарности трудящихся. Во всех городах и районах центра республики трудящиеся вышли на демонстрации. Этот день по праву считается главным праздником профсоюзов. 1 мая – праздник народный, День солидарности, мира, труда. Столько названий, но важно другое. Людям он нужен, был дорог всегда. Достойный труд, справедливая зарплата. Такой девиз выбрали профактивисты для своего шествия по главным улицам городов России. Более 100 тысяч жителей Чеченской Республики приняли участие в шествии в Грозном в рамках всероссийской акции профсоюзов. В заключение митинга ее участники приняли резолюцию, в которой выражают солидарность с коллегами из других регионов. Мы поддерживаем действия главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, направленные на реализацию программы по увеличению числа рабочих мест и улучшению социально-экономического положения жителей республики, заявили трудящиеся. В Грозном стартовал ежегодный всероссийский семинар информационных работников Федерации независимых профсоюзов России. Для участия в семинаре гости прибыли почти из всех регионов страны. Из Приморского, Хабаровского краев, Магаданской области и других регионов страны. Для участия в семинаре прибыли гости почти из всех регионов страны. Из Приморского, Хабаровского краев, Магаданской области и других регионов страны. Главная тема семинара – практика взаимодействия профсоюзных организаций. А основная цель – изучить проблемы информационного взаимодействия профсоюзных организаций в стране, найти пути их решения, улучшить способы подачи и доведения информации до каждого члена профсоюза. Председатель Совета профсоюзов Хусейн Салтагиреев обратился к гостям с приветствиями, вкратце рассказал о профсоюзах Чеченской Республики, поделился планами и заверил, что в период семинара Дом профсоюзов в распоряжении гостей. Главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» поблагодарил за гостеприимство и выступил с докладом, в котором рассказал об актуальных проблемах профсоюзного движения и очередных задачах информационной политики. Я считаю, что обязанностью профсоюзных СМИ является содержательная оценка реальной деятельности, и что, возможно, даже важнее бездеятельности конкретных профсоюзов, региональных комитетов и профорганизаций. В прошлом году мы провели большую работу по созданию реестра информационных профсоюзных ресурсов. Из него достаточно ясно видно, кто занимается работой и кто нет. От лица главы Чеченской Республики выступил советник главы республики, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев. От лица главы Чеченской Республики я приветствую всех здесь собравшихся, участников семинара, желаю плодотворной работы. Я хочу несколько слов сказать. У нас в республике очень большое внимание уделяется именно развитию института гражданского общества и, собственно говоря, профсоюзная организация. Это как та же часть гражданского общества, та же часть института гражданского общества, которая способствует становлению, собственно говоря, демократического гражданского общества в целом в стране. У нас в республике создан совет при главе по развитию гражданского общества и правам человека. Это один из немногих регионов в нашей Российской Федерации, где такой совет существует. И дело в том, что мы, когда ведем прием населения, у нас периодически очень большой процент обращающихся обращается именно по вопросам, скажем так, трудовых отношений, или чему-то сопутствующему, что говорит о том, собственно, о важности той работы, которую проводят сегодня профсоюзные организации. С приветственным словом выступил и депутат парламента Джамбулат Умаров. Он подчеркнул значимость выбора руководства ФНПР места проведения семинара. То, что это мероприятие, этот семинар проходит на территории Чеченской Республики, ко многому нас обязывает. Это аванс, большой аванс доверия нашему республиканскому профсоюзному движению, что очень отрадно отметить, тем более, что представительство профсоюзного движения Чеченской Республики, его реноме достаточно высоко. Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, на самом деле я не ошиблась. Карачаево-Черкесия испытывает к Чеченской Республике братские отношения. Позапрошлом году мы проводили тоже семинар информационных работников в Донбайе. И нам казалось, что Донбай — это все.
Но когда сегодня, я, кстати, впервые в Грозном, впервые вообще в Чеченской Республике, и когда я увидела вот эту всю красоту, мы за вами наблюдаем по Триколор ТВ, конечно же, очень радует все то, что происходит в братской Чеченской Республике. По завершении официальной части участникам семинара устроили экскурсию по городу, которая началась с мемориального комплекса «Аллея славы» имени Ахмад Хаджи Кадырова и посетили музей национального лидера. Второй день семинара был посвящен презентациям информационных отделов профсоюзов. От их деятельности, от систем взаимодействия специалистов аппарата с общественностью напрямую зависит умение отстаивать свои законные права и интересы рядовыми членами профсоюза. Важно создать условия для членов профсоюза, предотвращающие дефицит профсоюзной информации. Объединение профсоюзов Чеченской Республики является одним из наиболее активных в области информации объединений профсоюзов, которые входят в Федерацию независимых профсоюзов России. Именно поэтому выбор места проведения семинара выпал не на какой-нибудь другой регион, а именно на Чеченскую Республику, потому что здесь эта работа поставлена на очень хороший уровень, значит, выпускается газета, хорошо работает сайт и, значит, есть чем поделиться с коллегами. И вот этот обмен мнениями, который состоялся на чеченской земле, мне кажется, будет очень полезен нашим коллегам, которые приехали сюда, на чеченскую землю, в общем-то, со всех регионов Российской Федерации. В планах Республиканского совета давно значилось создать такую среду, посредством которой можно было бы организовать оперативную, а главное качественную рассылку информации от Рессовета до первичной организации, как говорится, в обратном направлении. Информационно-аналитический отдел профсоюза образования Чеченской Республики подготовил презентацию, и гости семинара смогли узнать, что здесь дефицитов информации и обратной связи с членами профсоюза никак нет. Мне очень приятно, во-первых, участвовать в этом семинаре, который проходит на чеченской земле. Я мечтала 2 года, чтобы приехать сюда. Очень интересно посмотреть развитие республики, услышать все и посмотреть все моменты из первых рук. Потрясена, конечно, более чем. И не скрою, была тоже удивлена, и очень приятный момент, что, оказывается, один из мощнейших профсоюзов республики – это профсоюз работников образования. Более того, сначала я даже увидела просто много людей, мы познакомились в зале, которые определили свою принадлежность к профессии учителя. А потом еще и прозвучала такая цифра. Это вообще очень здорово, потому что раз в республике много школ, много колледжей, много институтов, значит, идет образование семимильными шагами. Это будущее развития республики, это большое развитие страны, я бы так сказала. Большая благодарность всем, с кем мы здесь контактировали, потому что люди живут удивительные, республика изумительная, места красивейшие, и впечатления останутся о нашем пребывании в Чечне просто незабываемые. В общем, семинар получился очень насыщенным, познавательным и интересным. Хозяева показали истинное кавказское гостеприимство. Участники семинара остались более чем довольны и обещали вернуться. По итогам семинара мы решили побеседовать с главным профактивистом республики Хусейном Салтагиреевым. Отрадно, что Всероссийский семинар сотрудников информационных отделов профсоюзов проходит именно в Грозном. Кому принадлежит эта инициатива? Это была наша инициатива. Мы обратились в Федерацию независимых профсоюзов России с просьбой провести этот семинар на базе Совета профсоюзов Республики. Мы отдавали себе отчет, насколько это ответственное мероприятие. Проехали более 60 главных редакторов профсоюзных изданий, пиар-менеджеров, и к ним еще дополнительно по нашему приглашению приехали около 20 руководителей территориальных профобъединений регионов Российской Федерации и отраслевых общероссийских профсоюзов. Мы хотели, чтобы они приехали и увидели, как живут профсоюзы республики, как они работают, как живет республика, как развивается. Должен сказать, что уехали наши гости, можно сказать, в хорошем смысле шокированными от того, что какие изменения в республике, какие потрясающие города, села, а мы их повозили по республике, с большими впечатлениями. Я думаю, что им есть о чем поговорить и о чем писать.
У семинара благородная миссия – взаимодействие профсоюзных организаций. Но зачастую каждый профсоюз живет в своем отдельном мире. Что может дать это взаимодействие профсоюзам разных отраслей? Конечно, каждая профсоюзная организация, отраслевая республиканская организация, общероссийские профсоюзы, региональные профобъединения, они самостоятельно в своей деятельности, у них свой план мероприятий, они содержание работы. Но это не значит, что мы друг от друга оторваны, иначе мы не были бы профсоюзами. Это единая система, одна семья со своими особенностями, со своими какими-то успехами, где-то, скажем так, и проблемами. Но это одна структура, единая семья. Вот не случайно у нас главный девиз профсоюзов страны – это единство, солидарность, справедливость. У участников семинара был достаточно плотный график. Гости высоко оценили организацию их пребывания в Чеченской Республике. Как вы оцениваете работу семинара? Если сказать организационная часть, гости сами дали оценку, они никогда такого не видели. Этот семинар постоянно действующий, 7 лет уже ежегодно проводятся семинары, плюс окружные семинары проходят. Вот на таком высоком организационном уровне не было таких семинаров, они об этом сами сказали, не мне об этом судить. Мы-то только учитываем свои ошибки, недочеты, если их было минимальное количество, если было. Что касается содержательной части, очень интересный был семинар. Не было ни одного, скажем так, неинтересного выступления. И, как говорят сами специалисты, руководство ФНПР, вот семинар в Грозном отличался еще тем, что больше было изучено практических моментов было в семинаре. Демонстрации видеороликов, которые привезли сами участники с различных регионов, и презентации своей работы. И с нашей стороны тоже принимали участие, выступили с презентацией своей работы. Мы эту часть доверили информационной службе Республиканскому совету профсоюза образования. И Магомед Бахтаров выступал и с информацией, как они работают, и демонстрацией видеоролика. В рамках семинара профсоюз образования презентовал работу информационно-аналитического отдела. Какую оценку дали на семинаре его деятельности? Оценили по достоинству. Я говорю и буду говорить. Республиканская организация профсоюза работников народного образования. Если не самая лучшая, то это одна из лучших отраслевых региональных организаций профсоюзов страны. И не только у них, практически по всем направлениям деятельности профсоюза они достаточно далеко продвинулись вперед, что отрадно, чем мы гордимся. Естественно, и информационная политика тоже не отстает. Им есть что показать, им есть о чем поговорить. И очень, скажем так, емко показали свою работу в направлении информационной политики. Естественно, их оценили по достоинству. В своем выступлении вы особо подчеркнули работу профсоюза образования и науки Чеченской Республики. По-вашему, в чем секрет их успешной деятельности? Секрет успешной деятельности в одном, что люди, которые, начиная от председателя и до, скажем так, каждого сотрудника, профсоюзного работника, профсоюзного активиста, они живут профсоюзом. Они не отрабатывают заработную плату, которую получают, а живут профсоюзом. Иначе невозможно. В профсоюзах нельзя быть профсоюзным работником, выполняя просто поручения. Это та сфера, в которой надо искать работу, находить его и выполнять его. Вот это то, как раз чем занимается, как работает, как проявляет себя Республиканская организация профсоюза работников образования. Ну и, конечно же, там очень хороший актив подобрался. Над этим они достаточно долго работали, создали необходимые условия для успешной деятельности. И вот сейчас как раз идет отдача. Это не самоцель, скажем так, создать хорошую структуру, которая будет видна, заметна и так далее. Главная цель же, чтобы человек труда, член профсоюза был защищен. Мне кажется, что они делают все, что возможно, чтобы член профсоюза чувствовал себя защищенным. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного. Но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressовет.ru. До новых встреч. Адикелш.